Мужской такой бекет получился, мне кажется. Ну ладно, красивый такой. Он по-своему ведь Да, так. да, В да. нем есть некая брутальность такая, я бы сказал. Да, Такой. там начинки мало. Мало, Ну да. ладно, пусть, давайте. Ну, я подумал, Да. тесто будет побольше. Да. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях певица, которую называют «Мисс Элегантность», заслуженная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева. Здравствуйте! Валера. Прошу. Из куштенеч. Это куштанеш? Да, это куштенеч. О. Это варенье кружовника. Да? Замечательно. Да, очень вкусное. Мы это, наверное, с чаем. Полезное. С чаем. Резида Шарафиева – заслуженная артистка Республики Татарстан, известная татарская певица. Ее глубокий, бархатный, чувственный голос никого не оставляет равнодушным. Резиду Шарафиеву называют самой стильной, оригинальной и самобытной на татарской эстраде. Лауреат конкурса «Татар-жиры-2008» в номинации «Народное признание года». Резида, что сегодня мы будем готовить и, самое главное, пробовать? Так, мы сегодня будем готовить. Это у нас так называется баранга-такасы по-нашему. В наших краях в Мензелинске. Мензелинский? Да, так называют. Баранга-такасы. Беккен. Бекен. Да, разновидность пирожков. Они делаются чуть крупнее, чем обычные пирожки. Здорово. Большие. Я понял. Значит, для начала тогда наденем фартук. Кулинарное искусство татарского народа богато национальными традициями, уходящими вглубь веков. Например, тесту татары всегда придавали большое значение и хорошо умели его готовить. Причем одинаково искусно выпекают пироги из дрожжевого и пресного теста с начинкой или без. Хотя именно изделия с начинкой придают особое своеобразие татарской кухне. Одно из них – беккен, распространенное изделие сельской кухни. По сути, это пирожок, более крупный, чем обычно, овальной формы или полумесяцем, с различной начинкой, как мясной, так и овощной, с тыквой, морковью, капустой или картофелем. Что нам потребуется для приготовления бекена? Так, для теста нам потребуется яичко одно. Одно яичко. Да. Можно воду или молока. Хранение наших продуктов мы доверяем технике Позис. Будем Да. использовать либо молоко, Да. Либо воду. либо воду. Так, чайная сода и здесь- соль для теста. А начинку можно делать с картофеля и фаршем. И то, и другое у нас Можно без фарша, но мы готовим, есть. Картофель мы уже заготовили. да. Лук тоже. Вот он. Лук тоже. Вот, собственно говоря, и все ингредиенты. Фарш. Фарш, фарш, конечно. фарш, Фарш. Как я забыл фарш-то? С фаршем вкуснее. Фаршем все-таки вкуснее, да? Связано, да? Явно. Всё? Вот, собственно говоря, и все, да? Итак, у нас на столе для начинки картошка, фарш, лук, так, мука, вода, если что, молоко, яйцо и чайная сода. Еще соль. Из этих ингредиентов мы и будем сейчас делать Да. замечательное старинное блюдо бекен. Давайте начнем с начинки тогда. Давайте, Валера, вы займитесь луком, Хорошо. а я картошкой. Кто в семье у вас готовил? У вас вообще традиции богатые, так сказать, по готовке татарской? Знаете, у нас мама очень хорошо готовит, и она любит готовить. Вот когда мы приезжаем в гости, она говорит, что готовить? То есть это не Кыстыбый. такой Нет, традиционный кыстыбый. вопрос? Да, вот что вам готовить? Кыстыбый, далеш, эчпишмак или вот беккен. А мы еще выбираем вот это. Сегодня вот это кыстыбый, завтра вот это. Везет же людям. Она прям любит готовить. Да? И вкусно получается. Что лучше всего у нее получается? Все, Все лучше? да. Вот это вот настоящая татарская хозяйка, да? Да. У нас, не знаю, как получится, попробуем. Да. Ну, все-таки, мне кажется, мама должна была привить любовь какую-то определенную. Ну, да уж, Да? наверное. Она как говорила: доченька, подходи сюда, я тебе покажу. Нет, мы просто тебе пригодится маме, в жизни. маме помогали так-то, вот так уж и учились, наверное. Ваши родители имели отношение к той профессии, которую вы избрали? Нет, не Нет? имели, просто у нас отец
очень хорошо пел. И на гармошке играл. В молодости. А так уж, За это мама его и полюбила, наверное, да? наверное. Сейчас кто скажет? А так, Ой, да? Хорошо? как хорошо. Вот это я старался, только старался. Молодцы. Подождите, у меня одна картошка осталась. Что у нас дальше? Всё? То есть мы имеем фарш, имеем лучок, имеем картошку. Да? Давайте В какой пропорции это все должно быть? Все вместе сваливаем в одну кучу и начинаем Да. мешать, да? Да. Вот так вот правильно. Хорошо. Давайте. Значит, Лук это я подальше, чтобы не понятно. плакать. Давайте. Надо чистовую обработочку, да? Вот она. Так, И фарш. туда же. Да, туда же. Соль и Перец. перчик. Да, Это по вкусу. по вкусу. Где у нас Соль. А, вот она. Ой, Пока убираем. вкусно. Это соль. Это перчик. Немного ли? Да? Не влюбилась Не ли? влюбилась ли Резида в кого-то? Вот. Соли сыпанула от души. Да. Начинка: картофель 5 штук, фарш говяжий половина килограмма, лук репчатый 2 штуки, соль, перец, топленое масло. Смешать нарезанный кубиками картофель, мясной фарш, мелко нарезанный лук, соль, перец по вкусу. Как относитесь к татарской кухне? Я люблю готовить, вот Да? по-нашему, по-татарскому. Люблю готовить пироги, яблочные люблю, Ага. беляш люблю готовить, манты. Я люблю готовить, короче. А есть? Есть тоже люблю. Это видно. Люблю по-домашнему, вот в детстве кушали хлеб, намазать, Деревенский. да, деревенский, сметану, меда или варенье. Ой, как вкусно. Да? Чудо. Сейчас для... Так. Муку. Так, для теста у нас будет пресное тесто. Это мы пока убираем сюда. Для теста мы берем не молоко, а воду. Не У нас- молоко, а воду, Да, понятно. мама водой готовит, потому что с молоком она будет жесткая, как бы. Тесто будет жесткое. Подождите. Понятно. Вот. Сюда. И водички. Немного, да? Ну, давайте. Все, наверное. Хорошо. Так, соли чуть-чуть и чайной соды на кончике. На кончике. Сейчас все мешаем и сюда. Вот. Вот тесто. Вот вам тесто. Где? Ну что, очень красиво, красиво выглядит. Когда впервые пришла мысль, что нужно связать свою судьбу с певческой карьерой. Будем так говорить. Или такой мысли вообще не было? Не было. Мама... Нет, вообще не было. Я мечтала быть учительницей. А, вот так вот? По пению. Не, просто вот учительницей. И училась вот в Менделинском педучилище после 8 класса. Вот. И что? А это просто судьба. Потом я окончила в Казани художественное, на оформителя, на Так. художника-оформителя училище. Потом вернулась в Челны, набережные Челны. Вот там и началась у меня певческая карьера. Просто я хотела участвовать в конкурсе. В одном. Вот, И выиграть путевку в Турцию. Нет, не выиграла, я просто... Как бы я первое место заняла. Вот и все. Пресное тесто. Мука пшеничная, желательно высшего сорта, полкило. Вода 3/4 стакана, яйцо 1 штука. Просеять муку, в стакан выпустить яйцо, долить до полного холодной водой, добавить немного чайной соды, соль и все слегка взбить. Постепенно добавляя просеянную муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и эластичным. Когда обычно я чем-то занимаюсь, я всегда, и много людей этим занимаются, они всегда поют что-то, напевают что-то, мурлычут себе под нос. Вот у вас как это происходит? Иногда пою, иногда вообще не пою. Молча, потому что тишина. У нас в доме тишина. Хочется, да? То есть Да, всё-таки? хочется тишины, да. Ну, а Я не когда люблю. все-таки напеваешь, ты что?
Ну, всякие новые песни вот напеваю. У меня вот новые песни, совсем новые. И слова красивые, и мелодия мне нравится. Я благодарный слушатель. Хорошо. Вы что-нибудь делаете или просто стоите? Да, я так и знал, что Так, мне может, не удастся духовку сегодня включить? просто стоять. Может, духовку включить? Хорошо. Ашықтырақ өмір юлы, егірген кебек өтем, күнәһларым юк түгелдер, күпме язылған икән, буялмасын иде күңел, үкенешкә калмасын, онытмыйк әле Худайның бездән сорап аласын. Гомер юлы, сикәлтәле бормалы, адашымам, ялгышмам әле, күңелем бит дұғалы, ей бу гомер юллары. Вот. Это слова Наиля Минхажева, а мелодия Айдара Тимирбаева. Тесто у нас вроде бы готово, она делается мягче, чем на лапшу. Так, ну такие вот маленькие порции, как бы, да? Да, как бы Кусочки. кусочки. Да, сейчас попробуем. Из них и будет формироваться, собственно говоря, будущее бэкэна. Да. Кто пишет вам песни? С какими авторами сотрудничаете? Есть ли любимые композиторы? Есть. Есть. Есть любимые композиторы, есть. Я люблю Зуфара Хайретдинова, люблю Ферзара Муртазина, нашу челнинскую Рената Гбайдуллина. Вот они пишут мне песни. Такой как бы пирожок получился, Да, да? большой пирожок. Ой, как ловко руками-то. Значительно крупнее, чем... Вот она вот так должна быть. Чудо. Где у нас противень-то? Противень-то? Ага. Самое главное, это забыли? Забыли? Значит, просто смазать маслом, да? Да. Маслом оливковым, Нет, лучше растительным. Вот, подсолнечное. пойдет. На татарской эстраде за вами закрепился титул «Мисс Элегантность». С чем это связано? Как это произошло? Ни с чем не связано. Понятно. Я не знаю, как она закрепилась. Я просто вот одеваюсь по-своему. Я люблю вязаные вещи, крючком вязаные. Вот у меня. Во. Я сама себе придумываю костюмы. Как бы раньше, до рождения дочери, я сценические костюмы шила сама себе. А сейчас уж... Ну, Валерий Леонтьев так делал в свое А время. сейчас уж не получается воспитание дочери. Дочка взрослая уже, нет? Как зовут? Дочери 4 годика. Ой! Мы еще маленькие. Вот, поем, пляшем. Да? Все Вся в делаем. маму. Да, ой, Как зовут дочку-то? Кошмар. Зулейха. Зулейха. Ой. Тоже Татарское настоящее, татарское будет, имя. тоже будет певица. Да. Да? Ой, Всё-таки? не знаю. Но не хочется. Только не артистка. Понятно. Только не певица. Ну вот это вот часто очень можно слышать, что, так скажем, актеры не хотят Да. своим детям продолжения, так сказать, этой карьеры. Так, Почему? Непонятно. не знаю. Не знаю. Кажется, все-таки тяжело, да? Что, конечно, тяжелая работа. Да? Это же... Вообще эстрада доставляет Ну, больше... мужчинам можно, наверное, а вот женщинам надо замуж выйти, детей воспитывать. А я как хожу, как... Совмещать, да? Да, все совмещать. Чисто. Успеваешь хозяйничать, воспитывать дочку. Вот трудновато как бы, тяжеловато. Как складывается типичный рабочий день заслуженной артистки Республики Татарстан? Ага, как складывается? С утра в 7 встаю. Зарядка. Зарядки Как нет. это? уж. Как вот? 8 подвиг. Ребенка в садик. Ну, есть уж дела у нас Женские-то. женские Понятно. и творческие. Там же гастроли. Часто бывает гастроли, да? Ну, и часто бывают гастроли. Все надо успевать. И дома, и там, и сям. Фонограммы, концерты, платья. Ага, вон как. Это же труд все равно как бы. Конечно, конечно. О,
Мужской такой бэкенд получился, мне кажется. Ну ладно, красивый такой. Он по-своему ведь да, так. да, В да. нем есть некая брутальность Ага, такая, я бы сказал. Да, Такой. там начинки мало. Мало, Ну да. ладно, пусть, давайте. Ну, я подумал, Да. тесто будет побольше. Да. Вот на каждом шагу у нас в Татарстане и в Казани в том числе, да, рестораны японской кухни, китайской, французской, итальянской, грузинской, узбекской. Узбекской вообще на каждом шагу. Почему татарской нет? Почему нет ресторанов татарской кухни? Ну, есть вроде бы. ДТК. Мало. Дом татарской Да, кулинарии. На миллионный город. Да, Один. да, один. Ну, есть, да. Если считать, что это есть, да, да, наверное, есть. Женщины же татарские наши вкусно готовят. Да. И лапшу, и все. Вот перемечи. Может, из-за этого? То есть дома только исключительно Да. пришел, там дом покушал. Да, значит, покушал и все. никому больше не показал ничего. Татары есть привыкли. Все самое вкусное дома. Дома. Ну что, Только раз. попробую я раскатать, нет? Давайте. Или как? Вот, Получится у меня? получится. Вот вам вот этот, Вот этот. мне вот этот. Вот. Хорошо. Вот. Давайте. Попробуйте. Скалка берется вот так. Да. Вот. Видите? Ага, получается, да? Конечно. Вот я немного положил. Ничего? Немного, многовато, конечно, но сейчас попробуем. Ну, это я для себя. Вот у русских есть застольные песни. Целый пласт такой культуры, который называется застольные песни. А, у у вас татар тоже есть есть? что-нибудь такое? Есть. Да? Aşağısı kilmiminimle, eşyası kilmiminem. Aşağısı kilmiminimle, eşyası kilmiminem. Aşağıdan ışıkan jirlerden, kitasım kilmiminem. Это что? Но мне надо было выступать? Чуть-чуть. Надо побольше взять. Ну, Ладно, ничего, пойдет. в следующий раз я вступлю в этот момент. У нас такие вот получились пирожки. Пекинчики. Большие. Меренга такая. Так Духовку сказать, на 30 минут. Духовку на 30 минут. Так, Духовка уже разогрета. все. Здорово. Да, я слышал, что вы снимались в сериале и даже в главной роли. Как это вышло? Меня попросили, я уж не смогла отказывать. Вот. Это у нас сериал «Сиюк и Тайрек». Что в Вот так переводе называется, означает? да. Про любовь. Про любовь. Ждет. Сердце ждет любви. Да, сердце ждет любви. Вот такой сериал у нас. Ну, как бы мне очень тяжело было сниматься, потому что у меня маленький ребенок. До утра мы снимали. Да? Да, я уже до конца кое-как. Вот кое-как стерпела до конца. Но потом, когда смотрела фильм с начала до конца, обрадовалась, думаю, хорошо, что я снималась. Да, интересно, да. Так, И нам нужно... они же красные, они же зависят. Надо немедленно готовить масло, Обязательно. да? Давайте масло, топленое. Все выкладываем. Да, все. Масло много не бывает. Да. Как в старину говорили, кашу маслом не испортишь. Ну, у нас не кашу. Бекен, наверное, тоже маслом не испортишь? Нет. Нет? Нет. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Кто работал, кто устал, Так. час обеденный настал. Вот это Вот. да! Вот это красота! Давайте мы смазываем вот Мы этим смазываем топленым маслицем. топленым маслом наши пирожки, пироги. Которые на самом деле бекены. Бекены, да. Сейчас разрежем. А Разрежем. почему именно надо напополам? Пополам. Потому Мама, что- мама
Вот так у нас делает, как, ох. Такой, он называется бекенный ножик. Я это только что придумал. Вот Режем напополам. так. Режем вот так, как две лодочки. А, как две лодочки? Ага. А вообще, наверное, именно поэтому из пресного теста или нет? Ну, моя мама вот так любит готовить. И я вот. И я. Да. Но готовить можно из любого, да? Из любого можно. Из дрожжевого и Пресного. пресного. Вот. Ох, как у нас получается. Кому как нравится. Вот она, вот так она делает. У нас уж вот. Так, И сюда маслица. маслица. Горячий. Вот так делается. У меня лодочка получилась не такая большая, Нормально. даже маленькая. Но от этого, наверное, не менее вкусная. Вкусно получилось, да? Я попробовал уже. А? Очень нравится. Говорят, чтобы найти путь к сердцу мужчины, его лучше всего искать через желудок. Правильно это или нет? Не знаю. Мой сам умеет готовить. Да? Да, очень хорошо готовит. Надо же. Да. Вообще, в принципе, как бы это традиция татарского народа, чтобы мужчина Нет, умел нет, готовить. Нет? нет. Это кому кто как попадется. Разделить тесто на кусочки и раскатать в виде лепешек. На одну половину раскатанной лепешки положить заранее приготовленную начинку, закрыть второй половиной. Краешки красиво заделать зубчиками и придать бекену форму. Можно простого пирожка, а можно полумесяца. Выложить на смазанный противень и выпекать в разогретой духовке примерно 40-50 минут, в зависимости от размеров бекена. Готовые пирожки разрезать на половинки и полить растопленным маслом. Ну что, Валера, попробуйте. Тот, который на меня смотрит. Свою. А, свою все-таки, да? Да, своя рубашка. Ай! Ну, я ее поймал. Да, тесто тонкое. Тесто очень тонкое. А все-таки это вот пресное тесто, да? Пресное тесто тонкое. Мама вот так у нас любит готовить. И я тоже люблю пресное тесто, оно нежное, тонкое. Поклон маме. И вам тоже. А у очень мамы вкусно. они пирожки такие большие. Одну съешь и все. На весь вечер. Да. А у нас поменьше получились. Тесто нежное, Вкусно? очень вкусно. И такой тоненький такой, и вкус такой получается тонкий. И тесто пропиталось. Ну ладно. Спасибо. У меня нет слов, одни чувства. Итак, мне остается только напомнить, что у нас в гостях была замечательная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан Резида Шарафиева. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы.